Добрый день, дорогие друзья, любители хоккея. Стартовые пятерки. Звучит контрольная сирена. Поехали. Выигрывает сбрасывание. Игрок из Штали. Перевод на левый край. Оставление. Номер 10. Капитан команды. Пас за ворота. Подножка. Первое удаление в этом матче. Своими активными действиями капитан Пермяков Егор вынудил нарушить на себе правила. И команда Тулпар будет иметь на одного игрока меньше в ближайшую минуту. Шакиров Фархат поехал отдыхать на скамейку. Сбрасывание в зоне хозяев. Зацепились за шайбу игроки в красно-белой майке. Вброс в зону. Борьба в углу площадки. Никак не могут зацепиться тулпаровцы за эту шайбу. Попадает шайба к защитнику. Не смог на коротке обыграть. И, казалось бы, пора вынести шайбу, но замешкался тут 95-й номер Сабиров Булат. Перевод в центр. Оттесняет игрока в серой майке. И уже атака на ворота Тулпара. Бросок. Парирует голкипер. Бросок. Один игрок остался на пятачке тулпаровцев. Никак не могут зацепиться за шайбу хозяева. Вот сейчас по правому флангу бежит Ахмадиев Ильяр. Оставление. Шамсудинов Рамазан подхватывает шайбу. Пас на пятак. Казалось бы, никто не ждал такого подарочка. Борется один. Нужна помощь. И шайбу у капитана отбирают. Идет смена по ходу матча. Появляется Загидулин Тимур со второго звена. Сразу включается в борьбу. Выброс шайбы. Корольков Илья выскакивает со скамейки. Сразу получает шайбу, но запутался она среди ног. И тут уже атака на ворота Тулпара. Не получается отобрать шайбу. Наброс на ворота. Получится быстрый выход из зоны. Получается отличный пас, но не получилось принять хорошо шайбу. А здесь неловкие движения защитника приводят к потере шайбы. Добивание. Повезло откровенно хозяевам в этом эпизоде. Пас отлично принимает 7-й номер, но и вот тройка опекает со всех сторон. Буквально не дают голову поднять. И вновь атака команды Ижсталь. Наброс на ворота. Блокирует защитник. Борьба за шайбу. Бросок. Здорово. Валиев Рамзан спасает ворота своей команды. По левому краю устремляется игрок Тулпара. Перевод в центр. Не могут принять, не смог Сабиров Камиль обработать этот хороший пас. А здесь повторение ситуации. Обработка шайбы мешает резко убежать в атаку. Выброс по борту не получается. Очередной наброс на ворота Рамзана Валиева. Вьют кружева. Гости в чужой зоне. Хорошо у них получается позиционный хоккей. Вот сейчас тулпаровцы вышли в зону атаки. Видимо, высокую девушку с косичкой, которая выходит на ворота, отдает прекрасный пас. И просто рядом со штангой шайба проходит.
после броска нападающего из Стали. Атаку за атакой проводят гости. Получится сейчас убежать у Шаговеева Булата. Прорывается по левому флангу. Перевод. Перевод здесь не пройдет. Уж больно много желающих на перехвате. «28-й номер команды Ижсталь устремлялся по левому флангу. Ямалиев Адель. Но его оттеснили от шайбы. За воротами высматривает начало атаки. Точный пас в клюшечку. Какой диагональный перевод на правый фланг. Обыгрыш на коротке. Выходит, казалось бы, 1-0 на ворота. Но на последнем моменте и на добивании. Момент не упущен на добивании. Ижсталь была более расторопна и переправила шайбу в ворота. 1-0. Ижсталь открывает счет. Шайбу по борту. Подхватывает ее Амир. Наброс в угол площадки. Доползает шайба до пятака, но бросок у Ахмадиева Ильяр не получился. А здесь нужно думать опять об обороне. 25-й номер команды Ижсталь устремлялся в атаку. Шарафиев Богдан. Бросок состоится прямо во вратаря. Не смог добить нападающий Тулпара эту шайбу. Хорошая возможность была у хозяев сравнять счет в этом матче. Но этим шансом они не воспользовались. Перехват. Корольков. Илья, номер 7, выходит из скамейки. Хорошее оставление Ахмадиеву Ильяру. Стоится бросок рядом со штангой. Шайба пролетает. Здесь открывает. Идет диалог между тренером команды Ижсталь и судьей. Ну, судья непреклонен и показывает на игрока проследовать на скамейку штрафников. Шанс для хозяев поиграть в большинстве в этом матче и попробовать сравнять счет. Сбрасывание выиграет Илья Корольков. Хороший пас на Сабирова Камиля. Бросок прямо в ловушку. Благодарят игроки своего голкипера за хороший сейв. Здорово разыграли. Вновь выигранное сбрасывание. Бросок. Это накидка скорее на ворота. Подхватывает Корольков Илья шайбу. Смотрит, поднимает голову. Ищет продолжение, не проходит передача Загидуллину Тимуру. Перехватывает Каргашина Галина эту шайбу под номером 44. Ну а здесь вновь устремляются в атаку, казалось бы, игроки Тулпара, но свою ошибочку Галина исправила. И получится контратака. Падение. Судья фиксирует нарушение правил со стороны хозяев. Своими активными действиями вновь Каргашина Галина вынудила удалиться игрока хоккейного команды Тулпар. И сбрасывание в зоне хозяев. Проигрываем сбрасывание.
Бросок поворотом. Шайба попадает с внешней стороны сетки. Перерезает передачу. 88 номер. Получится бросок. Выход на ворота. Оттеснил защитника хорошим движением. Но голкипер был на высоте команды Ижсталь. А здесь нужно думать об обороне. Пас партнера по команде. Но бросок не получился у игрока в бело-красной майке. Шайба пролетает. Пытается выбросить из зоны шайбу игрок Тулпара. Зиединов Амир, у него этого не получается. Звучит свисток. И вновь удаление. На этот раз игрок. А нет, опять хозяевам придется отбиваться четвером целую минуту. Пока что за короткий отрезок матча, отыграно буквально 11 минут, очень больно много уж удалений. Вчетвером пытаются зацепиться в чужой зоне хозяева турнира. Хороший перевод, доходит до вратаря шайба. Надежно прикрыл нижний угол. И быстрая контратака. Бросок уже в противоположные ворота. Устремляется в атаку Галимзянов, Инсаф, но помешали они друг другу с Касимом Ранилем. Неразбериха приводит к потере шайбы. То есть самоотверженный Зиединов Амир бросился под шайбу. И это приносит свои плоды. Борьба за воротами. Высматривает. Казалось бы, выкатывался на убойную позицию игрок Ижстали. Но потерял концентрацию и упал. Хороший пас партнеру по команде. И тот в полупадении сумел нанести бросок низом. Довольно-таки опасный для голкипера. Кидается в глаза. Быстрый выход из зоны. Ой, хороший перевод. Буквально в упор расстреливал вратаря Рамзана Валиева. Голкипер на этот раз выручает свою команду. Казалось бы, от неминуемого гола. В окончании своей речи довольно-таки быстро получается у Ижстали выход из своей зоны. И счет сравнивают игроки Тулпара в этом матче. Остается отыграть в первом периоде 2 минуты. Согласятся ли команды на ничейный результат? Сейчас мы с вами посмотрим. Сразу же со сбрасывания Ахмадиев Ильяр устремляется в атаку. Пускает шайбу по борту. И успевает же сам вернуться в оборону. Хорошая подкидочка в исполнении игрока красно-белой майки своему коллеге по цеху. Но эта шайба не прошла. Ильяр Ахмадиев, номер 14, обратно закидывает за ворота. Доходит пас до капитана. И тот в одно двухгодовалая разница для девочек.
Выигранное сбрасывание игроками Тулпара. Второе звено на льду. Хороший пас в центр, но берут в коробочку очередную нападающего. Зона. Офсайд. Сбрасывание в средней зоне. Зацепляется за шайбу игрок из Стали и долго думает, что же с ней делать. Пока думал, пас отдал неточно. Сабиров Камиль устремляется по правому краю. Пора расставаться с шайбой. Заигрался и приехал на помощь ему Корольков Илья. Тоже потерял концентрацию и упал. Хороший перевод в центр. Здорово! На коротке обыграл 3 в 1. Будет ли бросок? Не получается. Хороши в защите Ижевский. Ребята блокируют все броски. Потерял из виду шайбу игрок Тулпара. Звучит сирена, не слышим мы ее. Из-за этого крика у меня уж уши заложило. Давайте отдохнем буквально недолго после первого горячего периода. Так не дошла и до адресатов. И пытается развить атаку по левому краю 88-й номер команды Тулпар Зиединов Ильфар. Это был, но неточная передача приводит к потере шайбы. Перепасовка в центре площадки. Встречает, высоко встречает игрок Тулпара Архимзянов Рамазан. Борьба в средней зоне. Хороший пас. И неточная передача от Галимзянова Инсафа прямо в крюк соперника. Просто встали на якорь игроки Тулпара на синей линии и не пускают в зону. Вот только таким методом с угла площадки с неудобным накидку на ворота. Опасно! Грубейшая ошибка приводит к потере шайбы на собственном пятаке. Набрасывает на ворота хорошим дальним броском. Но для голкипера команды Тулпар эта шайба угрозы не представляла. Сбрасывание. Четвертое звено на площадке у Тулпара. И шайба в ворота. Наброс синей линии. И заползает она в ворота. 2-1 и вновь. И вновь. Команда Ижсталь выходит вперед в этом матче. Безусловно, свои стены и болельщики всегда помогают родной команде. И в этом случае это будет скорее не исключение. Ошибка при выбросе шайбы. Но нападающий подстраховывает. Перевод. Медленно, медленно. Приехал разобраться и помочь нападающий к защитникам Ахмадиев Ильяр. Сам на индивидуальных действиях затаскивает шайбу в зону атаки. Отставление! Хотел Шамсудинов Рамазан выйти на ударную позицию.
Но шайбочку потерял. А здесь звучит свисток. И арбитр непреклонен рассмотрел в этом эпизоде нарушение правил. И едет на скамейку штрафников капитан команды Ижсталь. Номер 10 Пермяков Егор. Проигрывает сбрасывание хозяева. Гуляет шайба вдоль бортов в зоне Ижстали. Очередное падение Шайдуль Амира. Бросок в направлении ворот. Ну, здесь видимость голкипера никто не прикрывал. Не получается вынести шайбу из зоны. Ахмадиев Ильяр здорово подхватил ее. Ну, здесь ошибка приводит к контратаке. Выход 1-0. Проигрывает шагами защитник Тулпары. И здесь просто вздох болельщиков Ижстали. Как же он не попал по воротам. С такой позиции Субойна. И вновь попытка номер 2. В этот раз передача. Обратный пас. Ну, здорово разыграли комбинацию. Как по нотам. Разложили. Не получилось перенаправить шайбу в ворота. Переполох в зоне Тулпара. И вот выносит шайбу Ахмадиев Ильяр в центре площадки. Получится ли предпринять что-то в данной ситуации? Наброс на ворота. Но прицел бы поправить 95-му номеру Тулпара. Хороший отбор в зоне атаки. Сможет закрыть. Зону-то закрыл. Но уже бежать надо домой. Думать об обороне. Хороший перевод в центр от Хузятова Резвана. Мы с вами наблюдаем. Выскакивает со скамейки Корольков Илья. И сразу же нужно бежать в оборону. Время на раскачку совершенно не дают команды. Каждый занимается своим делом. Пас защитнику. Пас на левый край. Потеря. Шайба Загидуллин Тимур. Шайбу обработать не смог. К тому же падение. Арбитр сыграл здесь за Ижсталь, не позволив шайбе проскочить дальше по борту. Здорово. В центр отдают пас. Борьба. Фол. Демонстрирует скамейка хозяев. Но арбитр с невозмутимостью Наполеона взирает на происходящее. Бросок, очередной бросок от 44-го номера в направлении Тулпаровских ворот. Пытаются зацепиться за шайбу одни. Наконец-то это получается. Хороший перевод в центр. Казалось бы, нужно бежать вперед. А решил он сходить направо. И отличный какой! Выдает пас на пятачок. Но Загидуллин Тимур такого подарочка явно не ждал. А нужно быть готовым к такому развитию событий. Клюшечку держать на льду. Потерял клюшку 9-й номер игрока Тулпар не вовремя. Сейчас буквально четвером они обороняются в своей зоне. За воротами 44-й номер.
И вот уже 9-й подхватывает наконец свою клюшку. И этой клюшкой наносит бросок по воротам Ижстали. Устремляется в атаку. Игрок в красно-белой майке. Оглядел, посмотрел и принял решение пустить ее по борту. Пас в направлении пятака. И все так буквально взглядом ее проводили. Так и никто ее не остановил. Шаговеев Булат пытался зацепиться за шайбу. Какая ошибка! Пас прямо в клюшку сопернику. Головой отбивает шайбу 9-й номер. На нем же нарушили правила. Секунды ранее он буквально грубо ошибся. Я эту передачу прямо на убойный бросок игроку Ижстали. Переносится сбрасывание в зону гостей. Выигрывают. И устремляются в атаку. Быстрые ноги. Хороший пас. Но не совладал с ногами на вираже. Упал партнер по команде Ижстали. И здесь нужно думать уже об обороне. Пока шайба скакала на синей линии, прозвучался свисток арбитра, сигнализирующий нам офсайд. Вновь выигрывают сбрасывание гости. Долго листал шайбу и к тому же потерял ее. Пас через борт, но ошибка. Блокирует бросок защитник Тулпара. Продолжает борьбу Киселев Роман. Выходит победителем из этой заварушки игрок в бело-красной майке, но в последний момент шайба сошла с крюка. Удержал баланс. Чуть не упал на своем кульбите Рахимдянов Рамазан в своей же зоне. А здесь щелчок. Но уж не такой сильный. В этом возрасте далеко не все пока могут прям сильно так убойно щелкать. Поднята рука арбитра. Сейчас будет удаление у хозяев. Как только они дотронутся шайбу. Что и происходит. Очень много удалений в этом матче. С обоих команд. Высматривает. Продолжение атаки. Кузятов Резван был. Здесь борьба в углу площадки. Выброс через борт. Не получается Шамсудинову Рамазану зацепить за эту шайбу. Вот сейчас, казалось бы, должен убежать. Но длинная клюшка защитника Ижстали нарушает планы капитана команды Тулпара. И уже устремляется в атаку, подстреливает защитника.
Шакирова Фархата, но тут благополучно встает. Добивание, где шайба скачет на пятачке. А шайба вот она уже в средней зоне. Так легко обыграла одного, но отдала неточный пас. Каргашина Галина. Четвертое звено на льду у хозяев. Пытается зацепиться за шайбу. Ногой в футбольном стиле. Пас игроку команды Ижсталь. Борьба за воротами. И остановка игры. Шайба на сетке с внешней стороны ворот. Пытаются вынести шайбу из зоны хозяева. Вот она выходит. Получится ли контратака? На грани офсайда Галимзянов Инсаф вырывался в зону атаки. Но за шайбу зацепиться не получается. И уже нужно думать об обороне. Хорошее принятие шайбы и довольно-таки опасный бросок низом. Решил издали бросить Галимуллин Карим, но в створ ворот не попал. Сам решил не бросать. Игрок Ижстали обыгрывает защитника в ближнем бою. 25-й номер команды Ижсталь. И получится ли Галимзянов Инсаф убежать? Обыгрывает одного, второго. Бросок. К сожалению, для хозяев не получается поднять шайбу. Бросок нанесен, но низом. Голкипер справляется с этим броском на месте. Не потерял рамку ворот. Шайбу блокировал. Вновь атака развивается по левому флангу. Оставление. Выход на убойную позицию. Просто прошивает вратаря. В данном эпизоде вратарь свою команду выручить не смог. Выходит в отрыв гости. Остается отыграть менее минуты во втором периоде. Борьба в зоне Тулпара. Заброс за ворота. Хорошо. Своим действием укрывает шайбу игрок Ижстали и по борту выбрасывает ее. Никак не получается зацепиться за шайбу игрокам Тулпара. Звучит сирена, сигнализирующая перерыв.
Возобновляется встреча. Предстоит нам понаблюдать за последним отрезком данного матча. 15 минут у хозяев, чтобы отыграться в этом матче. Нужна им шайба для некого вдохновления. А команде Ижсталь продолжать гнуть свою линию и удержать счет как минимум. Но я думаю, у команды Тулпар иные планы по этому счету. Хотел перехватить шайбу Ахмадиев Ильяр, но не хватило буквально считанных сантиметров. Получится зацепиться в зоне атаки за чужую. И это получается! Буквально рикошет. Чуть ли не сыграл злую шутку с командой Ижсталь. И шайба просто чудом не заползла в ворота. Не получается выйти на убойную позицию игроков Тулпара. Просто отлично блокируют все броски. А здесь хороший бросок под перекладину. Парирует голкипер плечом эту шайбу. Голкипер не дрогнул в данной ситуации. Сбрасывание в зоне игроков в серой майке. Выкатывался буквально на убойную позицию игрок Ижстали. По правому флангу прорывается Сабиров. Камиль с неудобной хотел вытащить шайбу на пятак. Но это ему сделать не позволили. А здесь уже хороший перевод. Центр, бросок. Выручает команду Рамзан Валиев. Борьба в кругу сбрасывания. Дальний бросок низом 44-го номера. Не пошел защитник. 24-й. Ильяс к этой шайбе. И приходится бороться вновь за нее игрокам Тулпара. Хороший пас, неудобный. В центр Сабиру Камилю в исполнении Королькова Ильи. Но здесь все надежно перекрыто, и развитие атаки не получилось. Хорошо раскачал оборону Ижстали. Через борт пытался обыграть защитника. Но Гарифуллин Тимирлан не позволил. Воплотить это в реальность. Получится убежать. Подхватывает шайбу Сабиров Камиль. Подкладывает, подставляет корпус. Просит пас на пятак, но уже поздно. И таким взглядом 7-й номер Тулпара провожает Сабирова Камиля. Где ж ты, говорит, был, родной, раньше? Смена по ходу матча. Сменилось несколько нападающих. С разворота в направлении ворот пытался игрок Ижстали бросить по воротам. Марилов Захар это был.
просто стеной встречают. Казалось бы, игроков из Стали, но это не помогает пробиться в сторону ворот ближе и завершить разящим броском. 4-1. Остается отыграть 10 минут. Близко мы к экватору третьего периода. На спасение у хозяев времени очень и очень мало. Пас на пятачок. Добивание, где шайба. Вратарь уже, казалось, был отыгран, лежал на спине. Но шайба оказалась в углу площадки. Борьба в средней зоне за шайбу. Выходит победителем игрок Тулпара. Получится нанести бросок. Убирает под себя. Наверное, это было лишнее. Получилось прекрасное оставление. Но Шаговеев Булат под 15 номером не смог как нужно приложиться к шайбе и нанести хороший бросок. И шайба пошла низом. Совершенно не угрожающий для ворот Ижстали. Уже борьба за воротами Тулпара. Первый игрок. Хозяев шайбу выбивает. Идет смена. Выходит четвертое звено хозяев. Пытался на перехвате действовать Галимзянов Инсаф. Обрезать эту передачу. Но разминулась шайба с его клюшкой. А здесь хороший перевод в центр под 8 номер Овечкин. 8 номер Овечкин Данил. Не смог обработать шайбу. И вот в попытке номер 2 он демонстрирует нам свой хороший бросок. Но до ворот было довольно-таки далеко. Вратарь беспрепятственно эту шайбу поймал. Пас защитнику. Бросок. Очень высоко и не точно. Ждет пас Галимзянов Инсаф. Получает. Но обработка подвела. И шайба потеряна. Пытается Касимов Раниль убежать за нападающим Ижстали. Машет сзади клюшкой. Промахивается Карим. Оставление. Будет бросок. Бросок в упор. Вратаря расстрелять не получилось. Ну, смысл хоккея, дорогие друзья, заключается в том, что нужно биться все 60 минут матча. Не опускать руки. Сейчас адресовываю я это хозяям турнира. И мы наблюдаем очередную пропущенную шайбу. 5-1. Первое звено буквально вышло на полминуточки. Шайбу пропустили и поехали обратно. Экватор третьего периода остается совсем чуть-чуть на спасение этого матча хозяевам.
сыгранное сбрасывание игроком Тулпара под номером 7. Корольков Илья это был. Шайба в средней зоне. Загидуллин Тимур устремляется в атаку. Смещается на правый фланг. Как учили на тренировочке, оставляет нападающему. Щелчок защитника. Размах могучий, но бросок не такой сильный. И уже нужно бежать в оборону. Пас неудобный в направлении своего игрока. Дальше на пятак, но замкнуть эту передачу не было. Некому. Пытается Ильяс, 24 номер, выкинуть шайбу второй или третий раз подряд по борту, хотя свой игрок открытый стоит с Тулпара за воротами. И вот отличный перевод центра. Получится ли здесь убежать у Королькова Ильи? Хорошее оставление. Тимур пытался обыграть троих. Ну, двоих это получилось, а дальше уже нужно было расставаться с этой шайбой. Игроки Ижстали не позволят просто так хозяйничать в своей зоне. Смотрит. Высматривает Загидуллин Тимур продолжение комбинации. Но все игроки заняты. Хороший пас в направлении пятака. Наброс с синей линии. Борьба за шайбу. Не получается выбросить шайбу из зоны. Прокатились мимо игрока Ижстали. Тулпаровцы и сейчас на быстрых ногах. Получится ли в конце смены? Уже нет сил убежать. У игрока в серой майке в атаку. Звучит свисток. Смена. Ошибка. Неоднократно в этом матче мы наблюдали уже ошибку игрока Тулпара. Получится хороший пас. Выдает Шаговеев Булат партнеру по команде. Получает обратно, но уже был ближний прикрыт. Пытался добить два раза, но не получилось пробить голкипера. А здесь не сильный бросок получился. Хорошую. Молодцы, хорошую атаку провела пятерка игроков хозяев. Но до своего логического завершения так и не дошла. Какими бы заколдованными не казались в воротах гостей, голкипер тоже человек, и ему свойственно ошибаться. Пытаются нащупать слабое место в обороне Ижстали. Бросок с синей линии, подправление. Застревает шайба в ногах игроков. Выходит в среднюю зону. И показывает арбитр. Поднимаемся, удаление. Я уже не дам. Бросок. Хороший бросок. Но голкипер все видел Ижстали. За эту шайбу эффектно отразил. Хороший пас в направлении 25-го номера Ижстали. Получит закрыть синюю линию. Да, получается. Наброс обратно, заброс в зону. Авдеев Артем, 82-й номер, получал шайбу, набрасывает ее обратно в направлении ворот. Борьба за воротами. И шайба выходит в среднюю зону. Все меньше и меньше времени
на спасение в этом матче. Прорывался, буквально вываливался на убойную позицию игрок Ижстали, но это ему сделать не позволили. А здесь капитан, 10-й номер, эффектно убирал шайбу под себя. Но эффектность не оказалась эффективностью, и шайбу обработать не получилось. Борьба в зоне хозяев. Овечкин какой выкладывает пас. Вот своего нападающего. Тот полетает на пятак. Пока все за ним наблюдали, перенаправляет ее в ворота. Не всегда пока получается позиционный хоккей у хозяев. Приходится часто думать об обороне. Очередная борьба в зоне Тулпара. Выход на пятак. Спасает свою команду голкипер. Буквально кончиком правой ноги цепляет эту шайбу, которая могла заползти в ворота. Отскок от лицевого борта. Скачет перед Каримом, но шайбу здесь просто съели. Касима воронили ногами. Опять та же Каргашина Галина. Просто ничего не позволив сделать спокойно. Забрала шайбу. Неточный пас. Разбегается, начинает атаку 44-й номер. Касимов Раниль пытался на стоячих ногах встретить нападающего в бело-красной майке. Но это ей не помешало пройти в чужую зону и нанести сокрушительный бросок. Прошивает вратаря насквозь. 7-1. Ну что, как говорится, посыпалось. Куда-то затерялась, пропала интрига матча, конечно. Не рассчитывали хозяева на такое течение дел. Но остается играть совершенно очень мало времени. Устремляется в атаку 21 номер Ипатов Артем. Удерживал шайбу, оставил партнеру, сам сместился в центр в ожидании ответного паса. А здесь получится ли капитану убежать? У него 10 секунд, чтобы забить шайбу номер 2. Бросок, но мимо створа. Отсчитывают болельщики последние секунды. Матч завершен, дорогие друзья. Со счетом 7-1 выигрывает команда Ижсталь. Поздравляем ее с этой победой. Ну а игрокам Тулпара, хозяевам турнира, сделать обязательно работу над ошибками, выводы. И уже ко второму матчу подойти во всеоружии. Сейчас будут определены лучшие игроки матча.
В команде Тулпар признан лучшим игроком Сабиров Булат. 95-й номер в команде Ижсталь. Сейчас мы с вами услышим. Овечкин Даниил, номер 8. Поздравляем, ребят. Всем спасибо, всем пока.